Ну что, друзья, нас ждет очередная рыбалочка. Время 15 минут 4. На улице -5. Нам нужно добраться к 8 часам до точки, когда будет уже светать. Товарищ, выезжаю с города 1. Там через 20 километров товарищ меня будет ждать, Максим, на базе. Ну что, приехали. Думали, будем первыми. Оказалось, мы уже здесь не первые. Плесик рабочий. Рыба, говорят, не клюет. О, снега полметра, наверное. Ну, около 40 сантиметров накидала за 3 недели. Снег идет. Ну, не за 3 недели, а за 3 дня. Сейчас мы с Максимом будем бить плес с этой стороны. Весной мы здесь ловили. Хариус, ну, плес хороший. Сейчас будем пробовать. Расчехляем буры, удочки и попрем ловить. Не переключайтесь. Что хочу сказать. Смастерил я удочку первую в таком исполнении. Получается такая мормышка. Не знаю, прошка камера. Pro 3 у меня. Nero Pro. Вот такая блесенка. Или как она называется. Вот такая тяжелая очень. Вот такой караед. Поставил я искусственного опарыша вверху, внизу натурального. Не знаю, вот сейчас буду пробовать. Леска первый раз 3D 0,25, 12 килограмм. Ну, харюза, которые здесь попадаются, за двушку такие. Но леска должна быть очень хорошая. Пускаем, пробуем. Первый заброс этой удочки, этой снасти. Я обычно ловлю чисто одна мормышка. Но все ребята, ну очень многие вот на этой реке ловят именно вот на такую снасть. Сегодня погода идеальная для клёва. По барометру там давление 755 сегодня, что ли. То есть для рыбалки это вообще как бы для рыбы она очень хорошая. Но показывает как практика. Мы приезжали 3 недели назад вот на эту же реку. Вот на этом же плесе.
Был барометр, показывал 780, и рыба просто клювала как ненормально. И после этого непонятно, верить, не верить, про давление 745 или 750, которое комфортное для рыбалки. Харюза именно, я про харюза говорю. Ну, для, наверное, не только харюза, и для другой рыбы. Окунь, как обычно, клюет, наверное, ему хорошая погода, когда ветер и снег идет. Это его на тему. Ну, поклевки нет. Поклевки нет, а когда начал закидывать эту тоже снасть, перед тем, как начал снимать камеру, думал, сейчас поймается он товарищу, то есть только закинул, сразу удар был, то сразу была поклевка, а значит был, наверное, хороший хариус или. Леска прям близко 3D, просто она такая, не знаю, наверное, там она сливается с водой. Не такая прозрачная, наверное. Ну, классно леска. Я руками не мог разорвать. Обычно на узлах рву ее, любую леску. Леска очень хорошая. Начинал я на этой реке ловить 0,18, 0,2, 0,22. Остановился на 0,25, потому что все рвет. Бывают такие экземпляры, которые просто рвут эти лески. Просто которые один раз я не мог завести в 130 бур лунку харюза. Секунд 40 заводил. Просто он мне так встал, там понятно, что он изгибается, харюз. Ну, это просто... О, была поклевка. Что, вот я стою, и он клюнул. И была поклевка вечером. Пробурили весь плес. Я уже как знаю, что под вечер выходит крупный хариус. Уже по старым лункам прохожу. И был такой удар. И был такой вывод, можно сказать, 40 секунд. Я его выводил его. И вот все уже. Когда он заходит в лунку, он изгибается. Я каждый раз подтягиваю. Знаю, что мне крючок хороший, леска, не разорвать ее. И я тяну. Ну что за монстр? 130-ю лунку. Хариус какой должен был зайти. И ребят, не знаю, там и надо было руку засовывать туда, в эту лунку, по логике вещей. А думал, что вытащу, знал, что леска не оторвется, знал, что крючок не отломается, думаю, вытащу. Оторвал ему губу. Но, ребята, это был 130-я лунка. Ну, это была двушка с копейками, наверное, потому что на кило 300 я на этой реке вытаскивал. Ну, по-другому тащится совсем. А здесь на кило 100 он там легко выходит. А здесь, когда он выходит 130, и он прям изгибается, и он прям, ну, это борьба. Это классно, интересно, есть воспоминания, есть к чему стремиться. Самое главное. Вот видите, он чуть вот мне бьет чуть-чуть, потому что здесь у меня... Ну вот он. По поводу беседы. Смотрите, он взял на мушку, на короеда. Сколько я его с вами разговаривал? Минут 5, наверное. Ну, мы его пожарим сегодня. Не так много рыбы. Смотрите, я его взял на искусственный короед. Мы как-то собирались, когда мне Павел приезжал ко мне, одноклассник, мы не могли в магазинах на новогодних праздниках найти опарышей. Сначала купили мы искусственных опарышей. Вот искусственный опарыш. Купили, а потом нашли, только перед нами завезли хороших опарышей. Ну и вот он, товарищ, где-то, грамм, не знаю. Ну, за него штрафуют, но мы его пожарим. Пожарить же можно на реке. Не так мы много поймали сегодня. Так что вот так. Ребят, ну вот прошел я, вот вытащил перед этим одного харюза вот на жареху, на эту новую удочку.
Вот клюнул вот это, товарищ. И вот клюнул вот сейчас. О, просто. Ну, это уже... Ну, это... Этот, наверное, грамм 800. О, как он клюнул на торпеду эту. Это, как говорится, смотрите, как, что он вытворяет. О, вот это перо. Это перо. Смотрите, какой. Вот это красотища. Ну, я уже за этим, я уже все. Я уже доволен, что приехался. Смотрите, какое перо. Просто класс. Пошел за полотенцем, за тряпкой. Ну, полотенце беру с собой, махровое такое. Не махровое, ну, с бархатом таким, чтобы можно было руки вытирать после воды, чтобы не замерзали. Кстати, когда вытираешь руки, не мерзнет рука так. Растирается, кровь разгоняется. Ну, просто красавец. О, ребят, ну вот вообще это стоит того. Сегодняшний день у меня за счет. У меня еще 3 дня. Это просто, мне этого хватило, что просто смотрите, как он. О, это красавец. Это грамм 150, наверное. Пожарим сегодня. Ну, этот, наверное, грамм 700-800. Узбушки померим. Может побольше. Ну, красавец. Все. Это вот новая у меня снасть. Пробуем дальше. Ну, если будет один стоять, он не будет с парой стоять. Хотя бывает такое, не весна. Будем дальше идти. Проходили по старым лункам. То есть уже прошел одной мормышкой поменьше. Не клювал. А вот пошел с другой снастью. Вот поймал уже 3. И там еще 5 лунок. Все, ладненько. Руки замерзают. Пока стоп. Так, блюдо называется у нас... Еще никак не называется. Еще никак не называется. Мы будем делать его... Разорвали, порезали рыбу. Так. Вот, скинули все сюда. Хариуса, да? То есть? Да, хариуса. Хариус. Быстро засолки. Быстрой засолки будет сейчас. Нужно сделать небольшое замечание. Замечание в чем заключается? Это единственный хариус в северо-западном регионе, который не имеет заболеваний, Нет, да, нет, ни червяков, опасных для человека. Угу. Ни одной болезни по этой реке нету ядовитых. И также я могу дополнить. Сейчас мы это все посолим. Сейчас мы это все посолим. Надо и высокую посуду туда Да. все. И а дальше быстренько покажем, рассолочку как делаем. это будет все выглядеть. Так, мы, получается, закинули соль. Вот она сейчас должна... Закинули снега. Снег. Вот идет шоковая ситуация. Вот она, да. Моментальная заморозка называется, или как засолка. Моментальная засолка. Делает Сергей, наш новый, ребят, подписчик. Ну, вообще, если коренной житель, блядь. Коренной житель этой реки, можно сказать. Да. Вот она. Должна. Почему это делается со снегом и с этим? Это именно называется шоковая. Чтобы она сейчас моментально все это взяла. Надо поставить, да, чуть или нет? Нет, она уже будет сейчас готова. Ее главное сбить. А мы делаем в пакете, можно делать в пакете, просто... Это вы огурцы делаете так, ребята, в пакете. И мы заморозим. ну да. Да, это совершенно другое. Мы знаем, что такое огурцы, шоковая, блядь. Ну просто если нет такой тары, то можно просто пакет из-под хлеба или там из-под огурцов или Это будет неправильно. Именно надо сбивать, Да. а не болтать.
Не, взбиваешь уже пакетом, трясешь же пакет. Вообще надо... А когда вообще, мороз... если честно, должна быть толкушка, которая это все. И вот это все переворачивать и тонтовочь. Вот тогда вот это правильно. Нет, мы делали в мороз. Когда мороз, тридцатник, быстрее раз соль, и у него реакция такая. Ну, когда... давайте попробуем сейчас, что у нас получилось. Мы делаем в мороз, но в избе. Все, пробуем, да. Сейчас режем. Итак, прошло 10 минут. Да, режем черный хлеб. С белым хлебом Это невкусно. это невкусно. Потихонечку, вот так вот. Несколько кусочков черного хлеба. Тоненько, да? Потихонечку? Да, Тоненько. потихонечку, Почему да. тоненько? Потому что надо вкус почувствовать рыбы. Угу. Убираем. Потом наливаем по 20 капель. Своего напитка. А, кстати, называется это самогоночка Ковалевочка называется. У нее есть имя Ковалевка. Угу. Так. Ну что, ребята, Ребята, за хорошую рыбалку, пробуем. блогеру, Блогеру. Рыбаку может быть? ну, Рыбаку. рыбаку, да. Может быть еще и рыбаку. Все, парни, выпили по рюмочке. Сережа, Давайте. Я говорю вам, ребята, это просто бомба. будем живы, Просто бомба. Богу милые. Давай. Так, берем рыбу. Или хлеб берем. И пробуем рыбу. Не, хлеб берем. Рыбу. И потом пробуем, что у нас получилось. Она еще замороженная, ребята, но она вкусная. Это реакция она идет у просто, нее, она да, прям замороженная. она реакция просто там, просто соль. Просто вкусно. Ну-ка. Это Супер, просто кайф. Ребята, просто кайф. Блин. Я еще, видите, все снимаю, блин. Надо было ставить камеру. Блин, сейчас ребят, сейчас я буду это выпивать. И черный хлебушком И забирать. это сейчас все съедят. Они, Вот это ребята. вот хариус свежий. Суперский, да? Это С бомба. посолом, это бомба. Блогер не вытерпел, он тоже хочет съесть. Да, уже сколько минут 10 прошло. Сам момент. Момент вот этой малосолочки вообще просто супер. Момент того, что мы здесь вдали от дома, рыбка плавала час назад и даже 2. И вот она уже перерабатывается. Прошу перерабатывается. заметить, у всех есть колбаса, сало, Да, бекон и все. Но мы едем сюда не для того, чтобы поесть колбасы и сало, и... Сало, А именно за это рыбка. сало есть, мы его не едим, видите? А именно за это рыбка. А именно для того, чтобы вот просто вкусить вот этот вкус, Мгм. почувствовать вот этот запах Супер. дружной компании с единомышленниками. Спасибо, пожалуйста, сегодня Да. Виталику. Он Да. это сегодня поймал. Мы сегодня это все сделали. Молодец. На Спасибо, улице 37 умница. градусов мороза. Он Надо делать он это определенную добыл ремейку, и да. решил, что сегодня надо сделать такое блюдо. Мы сделали. 37 это не, ребята, не 27, не 17 и А даже 37 не градусов 7. мороза. Это очень 37 холодно. мороза. Мы сегодня поработали, по рюмочке выпили, попробовали вот это вот блюдо. Сзади, блядь, мурчание. Оценили. Давайте. Все супер. Прекращай. Ребята, Ребята устали. остальные у нас команда.